Руслан, а вот ты бы как, спасибо большое, 2020 год охарактеризовал бы одним словом? Вот по мне слово «выжить». Одним словом? Слушай, у меня есть пара слов, да, которыми можно охарактеризовать минувший год, но они, правда, нецензурные. А если вот в рамках приличия, то, наверное, ну, не знаю, ну, наверное, это потрясение. Не катастрофа, но потрясение. Ну, потрясение, на что это похоже? Вот ведь чем наше с тобой поколение отличается? Тем, что вы больше пережили. Для нас локдаун 2020 – это первый вообще трэш в таком зрелом, осознанном состоянии. Смотри, ну, честно говоря, видали мы не такое, но, с другой стороны, такого мы как раз и не видали. И поздравляю, вы стали взрослыми, да. Слушай, если серьезно, то что такое взрослость? Это, во-первых, умение брать на себя ответственность за других, а во-вторых, это способность жертвовать чем-то своим личным ради более важного общего. Ну, конечно, мы стали взрослыми, основываясь на ваш опыт вашего поколения. Я понимаю, что главное сейчас, чтобы мы не растеряли те социальные гарантии государства, которые хотя бы есть. Я ничего не слышал про какие-то планы сокращения мер социальной поддержки Они населения. тебе их и не расскажут. Даже никто об этом не заикается. Но если Сократят, и все. Если у тебя есть сомнения, давай спросим напрямую ответственных людей, которые этим занимаются, и которых мы сегодня в студию пригласили. Что будет в 2021 году? Да, давай. Что можно купить ребенку на 123 рубля в месяц? Правда, была проблема просто выживания. Мы действительно или ждем, что нам дадут, или мы идем уже в бой. Государство не пойдет на сокращение мер социальной поддержки. Без предупреждения, так сказать, хоп, и обрежут. Абсолютно нет. Плакать хочется. Сколько это еще продлится в следующем году? 2020 год кажется невероятным социальным экспериментом. Пандемия обрушила многие планы и стала лакмусовой бумагой, индикатором всей нашей жизни. Где тонко, там оголилось или вовсе порвалось. Как никогда прежде хочется знать, а что дальше? Система нашего здравоохранения и социальной защиты проходит в этом високосном году настоящее испытание на прочность. Она на пределе возможностей, трещит и звенит, но справляется в целом, кто бы что ни говорил. Хватит ли сил и ресурсов государству сдержать свои социальные обязательства перед людьми? Какие уроки и выводы мы должны сделать из года минувшего и что нас ждет в ближайшем будущем? Обсуждаем сегодня в программе «Честно говоря» с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, их представлю. Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министра труда, социальной защиты и семьи. Очень важно. Наталья Павлова, известный журналист и блогер, и к тому же еще член Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан. И просто Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Максим, тяжелейший был год, запредельная нагрузка. Скажите честно, вот был в этом году момент, когда вот вам уже показалось, что все, Москву не удержим и не удержим ситуацию? Вопрос довольно такой сложный, риторический. Действительно, возникали порой, так скажем, тревожные моменты, но как ровно 75 лет назад, даже больше, Москву отстояли, Россию спасли. В этот раз тоже коллеги, врачи, медицинские работники, социальные работники. Я думаю, что и наши волонтеры, которые помогают нам оказывать медицинскую помощь, организовывать лечебный процесс, выстояли. Я думаю, что впереди еще нас ждут определенные вызовы. Это начало следующего года, это период, когда мы пройдем полностью всю вакцинацию. Все равно у нас первое полугодие будет довольно напряженным, сложным. Надо готовиться к этому. Я думаю, что мы уже готовы и будем дальше быть во всеоружии. Ленара, вы сами переболели, перенесли коронавирус. Вы отвечаете за важнейшее направление работы, за социальный блок. Что для вас стало вот наиболее тяжелым? Можно какой-то момент отметить? Наверное, это было в конце мая, когда объявили, что можно получить выплаты от 3 до 7, и в первый же день поступило 50 тысяч заявлений. 50 тысяч? Да, 50 тысяч. У нас огромное количество направлений, получается, вот в социальной сфере. И вот эта часть, она всегда остается за бортом. Они редко говорят, но на самом деле у нас такая дикая нагрузка была на наш Центр социальной поддержки населения. А ведь это деньги, которые в итоге семьи получили и смогли просто купить еду. Потому что во время локдауна все было, реально очень много организаций было закрыто, и
правда была проблема просто выживания. Наталья, скажи, пожалуйста, вот насколько важна, а она важна для нашего обычного человека, меры медицинской и социальной поддержки? И как ты считаешь, как они сработали? Ну, мне кажется, для многих открытием этого года стала растерянность поначалу, потому что было понятно, что ни одна система здравоохранения ни в одной стране не была готова к пандемии. И то, что мы наблюдаем и наблюдаем сейчас, мы видим, что она несовершенна. И она по-прежнему сейчас не готова в той мере там, на 100% обслуживать пациентов, как нам бы этого хотелось, по крайней мере, да, или как бы мы ожидали. Вот в такой ситуации, как сейчас, да, где там алягер ком алягер, на войне как на войне, выясняется, что про вопросы выживания, они как бы первостепенные, в пирамиде Маслоу в том числе. Министерство, министры как справились за этот год? По шкале до 10 давайте. Ну, мне сложно в эту шкуру влезть, потому что пока ты как бы не внутри этого процесса, находишься в положении наблюдателя, это всегда выгоднее. Ну, критиковать всегда проще. Но я к чести журналистов хочу сказать, что было за что. То есть, похвалить-то есть за что? Я думаю, могло быть и хуже. Да? Я предполагаю, что могло быть и хуже. О том, на что жаловались пациенты, нам рассказал директор страховой компании Диана Фарахова. Давайте послушаем и обсудим. Обращений очень много, они разного характера. В основном люди не знают, куда обращаться в случае, если у них есть симптомы, похожие на ковид. Они не знают, что им делать и как лечиться. Они по несколько дней ждали врача у себя на дому и никак не могли получить помощь. Жалуются на качество лечения, либо просят просто провести экспертизу качества оказанного лечения. Проведенная экспертиза за уже 9 месяцев, да, по статистике можем уже смело говорить, показывает, что лишь 60% этих обращений обоснованы. 2021 год на сегодняшний день уже точно принесет большое количество изменений, и в плане законодательной базы в том числе уже принят федеральный закон, вносящий изменения в систему обязательного медицинского страхования. Он подписан, редакция опубликована, и с 1 января 2021 года он вступает в силу. Максим Васильевич, Диана говорит о том, что пересмотрена система медицинского страхования, обязательного медицинского страхования, и с 1 января мы будем в новых правилах жить. Немного поподробнее можете? Как коснется, как пациенты почувствуют, на чем? Пациент, во-первых, не почувствует никаких изменений. В первую очередь это касается взаимоотношений федерального центра, федеральных клиник и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. У нас выделен дополнительный так называемый 86-й субъект, где федеральные клиники получают сразу финансирование, и его распределяет уже непосредственно Министерство здравоохранения Российской Федерации. На днях президент подписал этот закон, который вносит изменения в существующую систему обязательного медицинского страхования. На наш взгляд, она принесет только положительные моменты. В первую очередь, это будет связано с более доступностью оказания именно высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные центры. Ленара Хакимовна, немножко лично можно? Не знаю. Как вас лечили? Вы довольны тем, как вас лечили от коронавируса? Да, довольна. И Ваши родственники, может быть, какой именно ваш на опыт? себе я могу сказать, что это чувство благодарности медицинским работникам, оно просто в меня впиталось в мою сущность. В чем благодарность? Потому что это было просто потрясающе, что люди в этом костюме, без возможности пить, есть и ходить в туалет, работают по 6 часов и работают не так, как будто бы, о Господи, сколько вас у меня там одной, да, и так далее, а именно с душой, с отдачей, очень, просто огромная благодарность на самом деле. Спасибо большое. Да, спасибо. Наталья, но что вы думаете о том, как лечится коронавирус сейчас в Башкирии? Сестру мою, к счастью, обошла пока. Это беда или драма, да. Кто-то из родственников? Болел у нас зять, да. Ага. Он сотрудник УМПО. На УМПО было очень большое количество заболевших, как на многих крупных предприятиях. Так как сестра моя медработник, она
у нас было некое преимущество, то есть была некая такая интеллектуальная подготовка к тому, что как может проходить лечение, потому что очень многие люди не могли получить вовремя информативную помощь о том, как лечиться. То есть Что делать? невозможно было дозвониться до терапевта, в скорую. В какой люди ждали. промежуток времени это было? То есть Ну, это было весной или осенью Да, больше? весной было очень сложно, насколько я знаю. Да и летом то же самое. Люди ждали по 6-8 часов при этой скорой помощи. Не знали, чем лечиться. Многие слепо принимали те препараты, которые ходили по WhatsApp-чатам, пока они не могли дозвониться до терапевта, до скорой помощи. Многие больные люди должны были идти к терапевту пешком. Да? Ну, в каждой поликлинике есть такой бокс первичного приема, где люди с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию, могут получить помощь. Но сложно было. Когда мы с вами поняли, что государственная система сбоит, здравоохранение, там, соцподдержки, люди мобилизовались и сами помогали друг другу. То есть очень многие врачи, ознакомившись, предварительно, на словах, да, с какими-то вашими сложностями или диагнозами, помогали скорректировать или подобрать схему. Скажите, Максим, а вот колл-центр, да, который запустили пару недель назад, он выполняет свою роль, выполняет свою функцию? Да, конечно же, он позволил нам объединить усилия, сконцентрировать весь поток информации и правильно распределить решение тех назревшихся, можно сказать, проблем. То, что мы не скрываем, то, что в настоящий момент система здравоохранения работает с повышенной так называемой пиковой нагрузкой. Это особенно заметно по работе нашей неотложной службы в первичном звене амбулаторно-поликлинических учреждениях и работа скорой медицинской помощи. То, что большое количество обращений, действительно у нас повысилась заболеваемость, которая не только у нас связана с новой коронавирусной инфекцией, но у нас сейчас сезонное... Остальные заболевания ведь тоже никто не отменял? Конечно, у нас сейчас сезонное повышение есть и ОРЗ, и гриппа, внебольничная пневмония, это связано с осенне-зимним периодом, плюс те заболевания, которые у нас существовали и до объявления пандемии. Угу. Кроме коронавируса, в этом году много говорили о редких генетических заболеваниях, о проблемах с ними. Но вот о том, чего добились, нам рассказала руководитель организации «Хантер-синдром» Элеонора Романова. Давайте посмотрим и обсудим. Год этот очень выдался успешным для орфанных пациентов, так как удалось очень многое сделать в законодательстве Российской Федерации. И наши, конечно, пациенты, которые обратились в нашу организацию, получили свои дорогостоящие лекарственные препараты. Самая большая удача была по пациентам со спинально-мышечной атрофией. Там, 7 пациентов получили по программе раннего доступа, это дети, лекарственный препарат Risdiplam. 3 пациентов у нас смогли выиграть в лотерею. Это единственный регион, который добился такого успеха, что 3 детей получили бесплатный лекарственный препарат Zolgensma. Этот лекарственный препарат стоит 160 миллионов рублей. И еще что мы хотели бы, чтобы как можно больше обучились врачей, которые работают с редкими пациентами, чтобы у них были определенные знания, как вести такого пациента, как его диагностировать. Но если в плане диагностики все-таки здесь у нас успехи хорошие в республике, то вот в плане лечения, паллиативной помощи, здесь, конечно, нам необходимы еще дополнительные знания, и те врачи, которые уже имеют специализации определенные, они могли бы пройти вот это доп. Образование. Максим Васильевич, вопрос к вам. Согласны ли вы с тем, что нужно лучше обучать своих врачей? Но здесь я немножко не соглашусь, потому что действительно у нас очень хороший медико-генетический центр, который помогает нам в диагностике и в составлении плана лечения. Наши сотрудники участвуют во всех клинических испытаниях, про которые уже говорила Леонора. И мы, так скажем, в хороших таких тесных профессиональных связях и с федеральными центрами, которые именно являются законодательными МОД и которые являются теми органами принятия решения, назначаем этот препарат, не назначаем препарат.
то, что помимо вот благотворительных фондов, благодаря решениям правительства, благодаря решениям главы, 6 пациентов у нас получили данный препарат, дорогостоящий Спинраза, и за счет средств регионального бюджета. Сколько из регионального бюджета на это выделено? У нас обеспечено 6 человек. Это более Денег из регионального это бюджета? более чем вот 280 миллионов. из регионального бюджета выделено. Да, только на одну Спинразу. Также Элеонора говорит о том, чтобы они хотели, чтобы меньше получалось такого, что детишки с генетическими заболеваниями рождались, и это возможно, проводя дорогостоящие тесты при беременности. Возможно ли это? В программе госгарантии определен перечень обязательных исследований и тестов. Да. Но есть вот те, которые орфанные заболевания, которые, в перечне ОМС нету. Да, мы понимаем, поэтому над этим вопросом работаем. Мы прорабатываем вопрос с Центром здоровья детей, которые по решению Минздрава уже будут вносить изменения в программу государственной гарантии. Как только будет достигнуто это решение, будет согласована программа государственной гарантии на федеральном уровне, соответственно, в каждом субъекте появятся большие возможности. Или другой вариант, это действительно за счет средств либо благотворительных фондов, либо за счет средств меценатов. Использовать внебюджетные средства. Говоря о бюджете, пришлось ли, наверняка пришлось, переверстывать бюджет здравоохранения республики из-за коронавируса в этом году и на следующий год какие планы? Да, мы отказались от ряда проектов. В первую очередь, это в первую половину нашего года мы отменили ряд мероприятий, которые были связаны с укреплением материально-технической базы. Что именно? Где чего не купят? Мы отказались от покупки 2 аппаратов МРТ. В какие клиники? В уфимские клиники. Это у нас республиканские 2 больницы наших, первую и вторую. Также мы пересмотрели ряд направлений, которые были у нас связаны с развитием дополнительных центров компетенции. Просто мы хотели открыть 8 центров офтальмологии, открыли 4. Хотели открыть 4 центра травматологии, открыли 2. Пока на данный момент есть более приоритетные первоочередные задачи. Поэтому, несмотря на наши сложности, часть проектов была поддержана Ради Фаритовичем на здравчасах. Это было согласовано с правительством. Мы правильно понимаем, что в принципе, принципиально, в целом, государство не пойдет на сокращение мер социальной поддержки, те, которые... Абсолютно нет. Наталья, а вы как считаете? Нет. Может случиться такое, что без предупреждения, так сказать, хоп, и обрежут. Какие-то социальные выплаты, денег нет в бюджете. Мне кажется, очень многие законы принимаются, о последствиях которых мы узнаем уже по факту. То есть у нас люди не очень любят читать на уровне законопроектов, и когда Госдума или Курултай проголосуют в 3 чтениях и выйдет постановление правительства, они с удивлением оказываются перед фактом Вот как раз об этом говорит мама 5 детей, жительница Ишимбая, которая у нас просто прогремела своим заявлением о том, чтобы откройте наконец-то школы. Татьяна Хомякова. Послушаем, что кроме дистанта ее еще волнует. Что касается медицины, помощи, да, тоже на бумажке оно написано, то, что детям до 6 лет лекарства и так далее. Но знаете, за год я ни разу не получила ничто потому что всегда в нашей поликлинике уже лекарств нет. По поводу кружков, да, пользуются ли льготами мои дети по поводу кружков, что какой-то сертификат выделился еще в 2020 году в начале на кружки. Я вообще об этом не знала, узнала это от вас. И что касается кружков, то их практически в городе у нас нет. Если есть, то хорошие кружки, то они платные кружки. Еще хочется, конечно, по поводу льгот, да, 123 рубля, по-моему, или 125 рублей на ребенка платится до 16 лет. Я даже их не получаю. Но вообще 123 рубля. Вот откуда вот эти вот цифры, вот понять мне, просто мне непонятно. Откуда цифры эти? 123 рубля. Что можно купить ребенку на 123 рубля в месяц? Даже не в день. В месяц. Плакать хочется от этого.
И просто люди ждут и верят в чудо. Что, а вдруг услышат, а вдруг все изменится. Не знаю, к вам ли это или к Хажину вопрос про сертификаты на доп. Образование, Да. насколько они начали работать. в Стоимость республике? этих сертификатов, по-моему, около 8600 рублей, если правильно помню. И это возможность как бы вот самому выбрать, куда пойти. Честно признаюсь, на мой взгляд, тема сертификатов на дополнительное образование требует дальнейшей проработки. Доработки. Да, доработки. То есть там пока это, ну, что называется, несколько условно. То есть все то же самое, просто превратили в сертификат. Как бы займемся этим. Чтобы реальная была возможность, куда ты хочешь своего ребенка, и это была хоть какая-то помощь от государства. Потому что, вот, ну, я хочу, вот, я не знаю, на джаз ребенка, но там только платно. Но тогда я с сертификатом должна туда иметь право прийти. Вот сейчас пока этого нет, действительно. То есть те же муниципальные кружки только можно, получается, принести. Поэтому это Ну, как бы видимо, надо на это повлияла прорабатывать. и пандемия, конечно, да? На Ну, то, что... конечно, в этом году вообще все необычно. Всё То есть, перевёрнуто, прямо да, с скажем, ног да, на то есть голову. это нетипичный год. И вот те наши обычные планы, вот они здесь не совсем даже их обсуждать уместно. То есть, ну, повторюсь, проработаем. Что касается выплат, размеров их и вообще как бы изменений. На самом деле в этом году, и я думаю, что эта мама, Татьяна, очень много почувствовала на себе вот этих изменений. Появилась огромная, я же сказала, в 2,5 раза у нас поддержка семей возросла. Вот реально. Это, получается, если раньше потолок был, допустим, 1,5 прожиточных минимум, стало 2 прожиточных, у нас сразу же увеличилось количество в 1,5 раза получающих выплаты до 3 лет на 3-го ребенка. На 1-го ребенка у нас увеличились, ну, как бы, получатели. Вот как раз Татьяна жаловалась, помимо, но это небольшой кусок, да, интервью, она жаловалась о том, что ей не хватает информации по всем фронтам, ни по медицинской части, ни по социальным выплатам. Она говорит, что почему нельзя в кабинете госуслуг прописать, вот вы мама 5 детей, вам... На что вы имеете право? На что вы имеете право? вы можете Почему получить? нельзя доступную Ну, какую-то... я думаю, вот, что засорять Вопрос такой сайт риторический, госуслуг, да. давайте не, это, по-моему, нереально там вот всем как бы расписать, да. У нас есть вообще как бы, мы очень активны в медиа, да, то есть есть сайты министерства, во всех абсолютно соцсетях есть наши группы, чаты там и прочее. И самое главное, на сайте есть калькулятор. То есть ты, если введешь про себя свои данные, сайт ты можешь все получить. Министерства семьи, труда и Да, соцзащиты. это вообще очень просто. Минтруд РБ. Татьяна права в своих возмущениях о недоступности информации? Или все-таки большинство людей реально хотят, чтобы, ну, к ним домой пришли? Либо все службы знали, ну, то есть вот служба знает, что многодетная семья должна получать эти льготы, она должна прийти и сказать, вот ваши деньги, вы должны это получать. И Татьяна, значит, должна быть просто благодарна. Или все-таки ей нужно выбивать свои льготы, нужно доказывать, что она этих льгот достойна? Ну, я думаю, государство приучило нас за много лет к такому патерналистскому подходу. Мы все думаем, что о нас позаботятся, нас защитят, прикроют, в нужный момент вам что-то нам расскажут. И вот эти отношения государства и гражданина стали отношениями отцов и детей. И это очень ущербная схема с точки зрения, ну, гражданской ответственности нашей личной. Возвращаясь к нашему вопросу, вот то, о чем сейчас Ленар Хакимова сказала, что есть этот калькулятор, я вообще... То есть надо было прийти я без на понятия. запись То есть я программы. бы даже и не полезла на сайт Минтруда, Минсемьи. Мне бы и в голову не пришло, что министерство действует как С продвинутый 18-го года действует. администратор. Да. То есть у меня Информировали на всех отношение ко углах. всем госструктурам как к очень архаичным. Я бы не полезла искать информацию на сайте Министерства семьи. Но я, Татьяна, понимаю, то есть нас приучили, что мы действительно или ждем, что нам дадут, Принесут. или мы дадут. идем уже в бой.
да, то есть мы идем воевать. А какой-то вот этот средний вариант, он как бы в голову не всегда приходит. Ну, для меня было в этом году такое большое откровение, когда были вот эти президентские выплаты, да, которые сами путинские. упали, да? По 10 тысяч. Мне звонили, с откуда это, что? Вам положено. Вам Да, положено, и мне после звонили, этого говорят, почему вы не перечисляют деньги. берете? Я говорю, а что мне нужно получить? Я вообще как бы от этого совсем дистанцировалась, но что мне кто-то что-то может Это просто от так 3 до дать. 16 лет детям, которые были положены по 10 тысяч. И мне позвонили 2 раза и попросили забрать деньги. То есть, но это приятно. Спасибо, а мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Есть одна вещь, о которой мы должны сегодня обязательно поговорить, о которой оказала огромное влияние на весь минувший год, это удаленное образование. Но сейчас-то уже вот вышли в оффлайн. Казалось бы, о чем говорить? Они вышли в оффлайн, когда одна половина трудящихся и родителей просила срочно прекратить удаленку. Как только ее прекратили, да, они начали опять же критиковать то, что удаленка закончилась. Руслан, но можно Забелину задать вопрос, ожидает ли он всплеска заболевания в связи с Вот оффлайном? пока он у нас в студии, давай воспользуемся моментом и спросим об этом. Хорошо. Смотрите во второй части программы. Просто не понимают того, как общаться с людьми. Можно ли было бы всех учеников провести тест на антитела? Не надо опять ждать от кого-то подачек или еще что-то, надо все делать самому. Мы все думаем, что о нас позаботятся. Солнце в башке никогда не заходит. Сколько ты еще В эфире БСТ, программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем, какие выводы за 2020 год мы сделали в социальной и медицинской части. И пытаемся понять, как оно будет в следующем, 2021 году. Дистанционное обучение как часть ограничительных мер в пандемии вызвало много недовольства среди родителей. И учеников перевели в оффлайн. Эксперт в области образования Наталья Бадоля рассказывает, что с дистантом не так. Посмотрим, обсудим. Я бы не говорила однозначно, что в образовании в этом году стало все плохо. То есть до этого было все хорошо, а стало сейчас плохо. Я не могу с этим согласиться, иначе откуда у нас столько неграмотных до сих пор людей. У нас выпали целые звенья образовательного процесса, которые каким-то образом стали ответственностью родителей. А родители к этому не то чтобы не готовы, но и не должны, на мой взгляд, заниматься именно процессом обучения. Они могут проверить задания, они могут расспросить, они могут быть каким-то переводчиком между учителем и ребенком и обратно. Но они не должны сами не объяснять материал, не закреплять его как-то сверх того, что они могут. Не должно, на мой взгляд, этого быть в обычной среднестатистической семье. Максим, скажите, пожалуйста, перевод обучения в офлайн режим, вживую, да, он как-то может сказаться на общем уровне заболеваемости? Планируете вы? У нас есть такие опасения. Это совместно с коллегами из Роспотребнадзора мы действительно видели, что одной из причин повышения осенней заболеваемости было связано с выходом, можно сказать, в очный процесс образования не только в высших учебных заведениях, но и в школах, и более активной работой дошкольных образовательных учреждений. На данный момент у нас есть, так можно сказать, запасная, можно сказать, такая подушка безопасности. Это наличие вакцинированных наших учеников и детей от гриппа. От гриппа, да, совершенно верно. То есть мы добились выполнения установленных цифр вакцинации. Не менее 60% у нас детей всех возрастных групп провакцинировано. Но опасения все равно остаются. Можно ли было бы всех учеников провести тест на антитела, понять, кто уже переболел, не несет нагрузки, и отправить их, допустим, обучаться, а у тех, у кого есть дома престарелые, там, бабушки, дедушки, с которыми они живут, оставить на дистанте, либо по желанию оставить на дистанте? Ваше личное мнение? Да, теоретически это можно, но практически ни в одной системе здравоохранения в мире и более таких сильных и развитых невозможно это осуществить в таком массовом и временном промежутке. Одномоментно в таком большом масштабе невозможно это и физически сделать за день, за два, соответственно, мы должны отказаться от выполнения всех других анализов.
организовать это все это в таком масштабном. Это 500 нереально. тысяч Да, школьников, это да, у довольно нас? сложно и действительно еще и финансовая составляющая. Конечно, действительно это огромное тоже. количество. Ленар, в одной из программ в начале этого года вы присутствовали здесь, мы обсуждали сиротскую долю, да? И помните, у нас в качестве гостя был Фердаус из Белорецка, сирота. Помню. Да, у него были проблемы, которые он Жильем. решал с помощью, да, и вашей, и нашей. Давайте посмотрим. Я считаю, что этот год довольно успешно для меня прошел. Добился я все-таки своего, поставили меня на очередь, включили в список, вернее, да, детей-сирот, добился права, что как сирота я имею право получить жилье. Сейчас меня поставили в очередь, я нахожусь там 211 в списке. Межрайонная прокуратура подала иск, чтобы получить мне вне очереди жилье. В таких судебных процессах судебная практика положительная. Всегда суд идет на сторону сироты. Дай бог, если на следующий год где-то в сентябре, может в августе, где-то так вот, я получу жилье. Не надо опять ждать от кого-то подачек или еще что-то. Надо все делать самому. Во-первых, надо биться. И то, что я сейчас хочу донести до сирот, и как бы я так с ними общаюсь, помимо всего этого, общаюсь и говорю: ребят, если вы хотите, говорю, давайте, говорю, я вам буду помогать. Но многие ребята, они, понимаете, они да, и все. Под лежачий камень вода не течет. Во-первых, надо самим что-то в этой жизни захотеть и что-то сделать. Это опять о разговоре о том, что кто должен, государство принести на блюдечке и сказать, что мы должны тебе, или тебе нужно Об активной доказать. гражданской позиции, да? Да, Об этом Ленар, речь. как можно прокомментировать? Я рада за Фердауса, конечно, и поддерживаю его призыв по поводу того, чтобы выпускники детских домов на самом деле были немножко более самостоятельны. И в этом смысле предлагаю, может быть, даже Фердаусу, или кому-то другому возглавить в нашей республике ассоциацию выпускников детских домов. Мы как раз думали об этом. Вот его слова Очень активный парень. мне напомнили, да, о том, что вообще у нас такой нет структуры, а на самом деле в России как бы это движение есть, и я предлагаю, собственно, есть о чем говорить, с чем работать, не только жилье, и трудоустройство, и семейное обустройство. То есть, Там хватает проблем и рабочих вопросов, которыми нужно заниматься. Да? Да, совершенно верно. Но если, честно говоря, все-таки мы... Российская Федерация все-таки социальное государство, и хотелось бы, чтобы не только для сирот, но и для наших льготников, для наших инвалидов все услуги, все было обеспечивалось как только положено. А не добиваться через прокуратуру, не добиваться через суд, это те же проблемы и орфанных пациентов, которые все упираются в финансирование. Вы получили в этом году штраф, писали некоторые СМИ о том, что не предоставили по орфанным заболеваниям лекарства, нет? Да, и действительно такая есть ситуация. Это связано с тем, что наш бюджет по льготному лекарственному обеспечению, он является дефицитным. Об этом знает и правительство. Мы об этом всячески заявляем на всех наших совещаниях. Ведем активный диалог с федеральным центром. А перед тем, как предоставить слово вам в части ваших ожиданий от следующего года, давайте послушаем других наших спикеров и экспертов и гостей. Что они ожидают от следующего года? Честно говоря, я считаю, что нужно вкладывать в собственное образование, в новые навыки. Потому что этот год показал, что все быстро меняется настолько, и те знания, которые мы обладаем ранее, они могут мгновенно обесцениться, они просто могут быть не востребованы. Поэтому сейчас, особенно тем, кто старше, нужно обязательно учиться новому, постоянно. И это главная инвестиция. То есть любые деньги, которые есть и которые не идут на бытовые нужды и так далее, все-таки следует, на мой взгляд, вкладывать в развитие собственной головы, чтобы быть востребованы и в 2021 году, и в следующих. Все будет сильно меняться. Когда чиновник или работник какой-то государственной структуры, банковской структуры или тех, кто по своему долгу обязан коммуницировать с людьми, просто
не понимают того, как общаться с людьми, не видят за бумагами, за нормативами, за какими-то вот там правилами там и законодательством, не видят людей. И искренне удивляются и не понимают, когда им на это указывают, что вообще-то основная эта суть, вы работаете для людей. Я думаю, что вне зависимости от того, как у нас там будет эпидемиологическая обстановка в следующем году, мы эту работу продолжим и будем стараться все-таки сделать наши как бы там органы власти и людей, которые стремятся заботиться о людях, все-таки более открытыми, более человечными и открытыми для людей. Завершая наш сегодняшний разговор, коротко, да? Да, год был тяжелейший. Какие-то итоги можно подвести, уроки, выводы сделать, но все-таки Новый год, да? Максим, вот чего вы ждете от Нового года? От следующего года? От следующего Нового года мы ждем в первую очередь это наличие достаточного количества вакцины, чтобы мы могли привить всех желающих, все необходимое количество нашего населения и тем самым перейти в нормальную рабочую работу, состояние и закончить. Вопрос, который интересует всех, без исключения. Сколько это еще продлится в следующем году? Вот ваш прогноз как министра здравоохранения. По нашим прогнозам, что у нас должны перейти в нормальный рабочий ритм, начиная с второго полугодия. Полгода? Да. Как солнышко появится летом? Но солнце в Башкирии никогда не заходит. У нас 365 дней в году солнце. Солнечная Башкирия. Ленара, скажите, пожалуйста, вот чего вы ждете от следующего года? Я тоже жду окончания вот этого вот как бы бесконечного пандемического Чуть не сказали ограничения. ужаса, Да-да-да, хотелось так сказать. Воплощение наших планов по башкирскому долголетию, чтобы у нас наши пенсионеры пошли учиться, начали путешествовать по республике. У нас очень много планов и мыслей, и мы этим всем на самом деле занимаемся. Чтобы это запустить, еще нужно же нормативку подготовить. То есть вот как бы сейчас мы это все делаем, несмотря ни на что. Наши интернатные учреждения закрыты с 16 апреля. Это невероятная, вообще ненормальная абсолютно ситуация. То есть они полностью закрыты. На карантине? На карантине, да. И люди работают в 14-дневном режиме. Больше всего я хочу, чтобы освободились вот наши вот эти интернатные учреждения, потому что это, ну, правда, очень тяжело. В заперти сидят фактически. И в этом смысле, Максим Васильевич, в отличие от школьников, там всего 6,5 тысяч. Я предлагаю всех протестировать, и, возможно, там уже просто нет смысла их держать в таком режиме. Но мы сейчас получим вакцину, мы одних из первых хотим провакцинировать всех, да, и в том числе получателей услуг. Конечно, да. Кстати, мы получатели услуг в прошлом году провакцинировали от пневмококковой инфекции. Я думаю, это дало вот существенный. Вот, это очень хорошая прививка, я тоже себе сделала такую. Не дали роста смертности по своим учреждениям, несмотря на то, что там самые ослабленные люди, там больные и инвалиды. Да, и пожилые, в любом случае будем жить и работать. Да, жить и работать и развиваться. Я уже понял, да, что солнце над Республикой Башкортостан не заходит никогда. Наталья, чего ты ждешь от следующего года? Позитивное у вас. На что ты надеешься? Ну, вот этот год мы жили немножечко как такой, если не в тюрьме, то в таком следственном изоляторе, да, где не дай бог, пока тебе не разрешат, не выйдешь, пока ну, как-то всегда под каким-то замком, ограничения. Какая-то перевернутая реальность была, конечно. Да, такое зазеркалье. Хотелось бы действительно, ну, у всех одно и то же желание вернуться вот на ту, в 2019 оказывается, мы жили в чудесном времени, на прежнюю базу. Оказывается, все было не так плохо. Да, все познается в сравнении, уважаемые гости. Огромное вам спасибо, что вы пришли. Большое за предметный, откровенный и честный разговор. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Руслан, не хватило мне нашего эфирного времени, чтобы охватить и обсудить все аспекты жизни, но что точно я понимаю, что социальный блок в 2021 году не будет урезан. Это такая безразмерная тема, на самом деле, что там и 5 программ не хватит, да, а вообще вот что я для себя уяснил, что определенные уроки и выводы из этой пандемии будут сделаны для системы здравоохранения и социального блока тоже. Руслан, хотелось бы, чтобы твое вот фирменное «берегите себя и своих близких» стало самым глобальным выводом и уроком от пандемии. Я обязательно скажу эту фразу в конце программы, как обычно, да, но надо понимать, что никакой Дед Мороз и волшебник вот это все не превратит. И надо четко запомнить, как и сказал министр Забелин, что это будет с нами минимум полгода следующего 2021 года. Стоит потерпеть. Тебе слово. Честно говоря, високосный год прошелся по нам, по всем, болью, потери, горечи, утрат. Как молох, как саранча, как асфальтовый каток.
Настоящий год настоящей крысы. Но все, что нас не убивает, то делает сильнее. Банальная фраза, но для нынешней ситуации подходит как нельзя лучше. Переживем и это, ведь мы чемпионы мира по выживанию. С наступающим вас Новым годом, друзья! До свидания, берегите себя и своих близких, смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.